прошел первый съезд Союзов рабочей и крестьянской молодежи. Комсомол играл большую роль в выполнении поставленных партией задач по восстановлению народного хозяйства, по индустриализации и коллективизации, по проведению культурной революции. А сейчас для приветственного слова на сцену приглашается первый секретарь комитета Коми Республиканского отделения КПРФ, депутат Государственного совета Республики Коми Олег Алексеевич Михайлов. Здравствуйте, уважаемые товарищи! Мы сегодня собрались здесь для того, чтобы отметить столетие Ленинского коммунистического союза молодежи. 29 октября, завтра, в 11 часов, торжественно на Стефановской площади мы возложим цветы к памятнику Владимира Ильича Ленина. А сегодня в торжественной обстановке предлагаю отметить столетие этой прекрасной организации. 100 лет отделяет нас от того дня, когда состоялся первый Всероссийский съезд союзов рабочей и крестьянской молодежи. Родился Российский коммунистический союз молодежи, который в марте 26 года был переименован во Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи, ВЛКСМ. Создание комсомола – один из гениальных проектов советской власти. Объединив передовую молодежь в рядах комсомола, партия большевиков получила активного помощника в деле воспитания молодежи в коммунистическом духе. Вовлечение ее в практическое строительство нового общества. За время существования комсомола его школу прошли почти 130 миллионов молодых людей. Более 12 миллионов комсомольцев вступило в коммунистическую партию. Владимир Ильич Ленин постоянно обращал внимание партии на задачи революционного воспитания молодежи. В проекте резолюции второго съезда РСДРП об отношении к учащейся молодежи отмечалось, что стихийно развивающееся юношеское движение нуждается в помощи со стороны революционеров, особенно в деле воспитания цельного и последовательного социалистического мировоззрения. Великая Октябрьская социалистическая революция произвела коренной перелом в судьбах молодого поколения России. Советская власть впервые в истории предоставила широкие возможности юным пролетариям во всех сферах жизни. Декретами советской власти был установлен 6-часовой рабочий день для подростков, запрещен труд детей до 14-летнего возраста, установлена охрана труда, введено производственное обучение молодежи за счет государства. Перед детьми рабочих и трудящихся крестьян были открыты двери средней и высшей школы. Первый Всероссийский съезд союзов рабочей и крестьянской молодежи объединил разрозненные союзы в общероссийскую организацию с единым центром, работающую под руководством РКПБ. Впервые была создана молодежная организация нового типа, коммунистическая по целям и задачам, классовая по характеру, самостоятельная по принципам своей деятельности. РКСМ был активным участником гражданской войны. Комсомольские организации прифронтовой полосы целиком мобилизовались в Красную армию. В 1918-20-х годах комсомол направил в Красную армию свыше 70 тысяч своих членов. Всего в борьбе против интервентов, белогвардейцев и бандитов участвовало до 200 тысяч комсомольцев. Героически сражались с врагами 19-летний командир 30-й дивизии Альберт Лапинь, будущие писатели Николай Островский и Аркадий Гайдар, командир бронепоезда Людмила Макиевская, комиссары Александр Кондратьев и Анатолий Попов и другие. Самоотверженно боролись комсомольцы в тылу врага. Во знаменование боевых заслуг на фронтах гражданской войны комсомол в 1928 году постановлением Президиума ЦИК СССР был награжден орденом Боевого Красного Знамени. В 20-е годы РКСМ сосредоточил свою деятельность на задачах социалистического строительства и коммунистического воспитания молодежи. Комсомол направил все усилия на восстановление разрушенного в годы войны народного хозяйства. Юноши и девушки участвовали в восстановлении заводов Петрограда, Москвы, Урала, шахт и заводов Донбасса, железных дорог страны.